Здравствуйте, дорогие первоклассники! Ребята, проверьте свою готовность к уроку. Я желаю вам хорошего настроения на уроке. Начнем день с улыбки. Тема нашего урока – обозначение мягкости согласных звуков на письме. Сегодня на уроке закрепим умение обозначать мягкость согласных звуков с помощью мягкого знака и гласных е, ё, и, ю, я. Научимся обозначать мягкость согласных звуков на письме. Урок. Ребята, посмотрите, у нас сегодня гости. Наши друзья Крош и Акылай. Крош и Акылай просят вас, чтобы вы сели красиво, открыли тетради, записали число «Классная работа». Напишите красиво слоги ге, гё, ги, гя, гю. А теперь дадим характеристику букве и звуку Г. Звук Г согласный, звонкий, парный. Может быть мягким и твердым. Ребята, скажите, что объединяет слоги в чистописании? В этих словах звук Г мягкий, так как за ним стоят гласные буквы, обозначающие мягкость согласного звука. Крош и Акылай гуляли на поляне. Крош загадал загадки. Акылай, а мы ей поможем отгадать эти загадки. Слова. Первый слог – нота. Второй слог – тоже. А в целом на горох похоже. Фасоль. С «б» мучительной бываю. Боль. С «м» одежду пожираю. Моль. С для повара важна. Соль. Прочитайте еще раз эти 4 слова. Фасоль, боль, моль, соль. Что вы заметили? Звук Л мягкий. Эта буква мягкий знак, обозначает мягкость согласных звуков. А теперь прочитаем стихотворение про мягкий знак. Мягкий знак меняет здесь слово «вес» на слово «весь». Слово «банка» станет «банька». Вместо «танка» будет «танька». Было «жал», а станет «жаль». Если звук смягчается, слово изменяется. А теперь, ребята, вместе с нашими друзьями мы поиграем. Игра называется «Фокусник». Попробуйте побыть фокусниками, но вместо волшебной палочки
у вас будет мягкий знак, благодаря которому мы будем менять смысл слова. Угол, уголь. Шесть, шесть. Вот мы теперь стали фокусниками. Мы превратили угол в уголь. Шесть, шесть. Молодцы, ребята! А теперь давайте сделаем вывод. Значит, эта буква необходима, чтобы указать на мягкость предшествующего согласного звука. Ребята, к нам пришел еще один наш друг Ахтан. Он принес нам задание. Теперь внимательно посмотрите на картинки и помогите назвать картинку и выполнить запись этого слова в тетрадях. Угадайте, о ком или о чем идет речь. Подчеркните мягкие согласные. Кто правильно выполнит задание, получит звездочку от Ахтана. Будьте внимательны. Теплая верхняя одежда. Школьная принадлежность. Время года с листопада и дождями. Обувь для игры в хоккей. Проверим. Пальто, тетрадь, осень, коньки. В слове пальто мягкий согласный звук Л. В слове тетрадь мягкие согласные звуки Т и Д. В слове осень мягкие согласные звуки С и Н. В слове коньки мягкие согласные звуки Н и К. Ребята, Ахтан очень рад, что вы все выполнили правильно и дарит вам звездочку. А теперь сделаем вывод. Мягкость согласных на письме обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я, И мягкий знак. Отдохнули, ребята? Молодцы! А теперь прочитаем слова, которые принесла Савунья. Мячик, Люба, учитель, песик. И назовем мягкие согласные звуки. М, Ч, Л, Ч, Т, П, С. Буквы Е, Ё, И, Я, Ю и мягкий знак обозначают мягкость согласных звуков. Мягкие согласные звуки подчеркиваем зеленым карандашом. Где стоят мягкие согласные после звуков Е, Ё, Ю, Я, И. Тем, кто правильно выполнил задание, Савунья вам дарит ромашки. Молодцы! А теперь сделаем вывод. Буквы Е, Ё, Ю, Я, мягкий знак обозначают мягкость согласных звуков только в том случае, если стоят после них. Ребята, какие осадки выпадают чаще всего весной и летом?
дожди и ливень. Мы должны позаботиться о себе, когда выпадают такие осадки, одеваться по погоде, брать с собой зонт. Ребята, ливень – это сильный дождь. Это слово словарное, вы должны запомнить. А теперь, ребята, мы должны составить из слов предложение. Ливень начался сильный. Составили? Начался сильный ливень. Назовите слова, в которых встретились мягкий знак. Ливень сильный. Мягкий знак обозначает мягкость согласного звука. А теперь давайте докажем, что мы составили предложение. Начало предложения пишем заглавной буквой. Предложение выражает законченную мысль. А теперь запишем это предложение. Написали? Молодцы. Вместе с Акылай выполним следующую работу. Посмотрите на эти картинки и назовите предметы. Молоко, портфель, тетрадь, мальчик, воробей, собака. Среди этих слов найдем слова, в которых есть мягкие согласные. Какие это слова? Проверим. Портфель, тетрадь, мальчик. А теперь Акылай нам принесла очень сложную работу. Она принесла слова и хочет, чтобы вы записали слова под диктовку. Сели красиво и слушаем внимательно. Пень, 5. Коньки, мята, плетка, люстра, мед, день. А теперь вам задание. Подчеркните буквы, обозначающие мягкость согласных звуков, зеленым карандашом. Подчеркнули? А теперь давайте проверим. Пень, 5. Кино, мята, люстра, мед, день. Проверили? Подчеркнули? Молодцы! Ребята, Крош опять нам принес загадки про его друзей. Давайте отгадаем эти загадки, чтобы он не обиделся. И вы должны отгадать, сколько слогов звуков в слове и сколько мягких звуков. Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает. Медведь. В слове «медведь» 2 слога, 7 букв, 6 звуков. Мягких звуков 3. Меньше тигра, больше кошки. Над ушами кисти, рожки. Кто это? Рысь. В слове «рысь» 1 слог, 4 буквы, 3 звука,
один мягкий звук. Ходит по лесу красавец, ходит смело и легко, рога раскинув широко. Лось. В слове лось один слог, 4 буквы, 3 звука, 1 гласный звук и 1 мягкий звук. Понравилось вам задание Кроша? А сейчас, ребята, Крош предлагает составить предложение. Из слов, будьте внимательны, поляну вышел на большой лось. Составили предложение? Давайте проверим. Большой лось вышел на поляну. Найдем мягкие согласные звуки. Ребята, Крош хочет вам сказать, что у нас есть еще независимые согласные звуки. Они сюда мягкие, а какие сейчас посмотрим. Они не зависят от гласных звуков. Это звук И, Ч, Щ. Например, ща, щу, щу, ще, що, щи, ча, чо, чу, че, чо, чи. Они всегда мягкие. Сейчас Ахтан проведет игру. Найди слова, которые спрятались. Чашка, щетка, щавель, чиж, щука, щенок. Наши друзья Ахтан, Акылай и Савуня хотят проверить, хорошо ли вы поняли тему. Ваша задача изменить слова так, чтобы парный твердый согласный стал мягким. Вам необходимо вспомнить, какими гласными буквами обозначается мягкость согласного звука на письме. Лук, люк, рад, ряд, был, бил, воз, вез, мыл, мил, рука, река, нос, нес, пыл, пил, мор, мир, лото, лето, мышка, мишка, ел, ель. А теперь вместе с нашими друзьями подведем итог урока. Закончите предложение. Мягкость согласных звуков на письме обозначает гласные буквы. Сегодня на уроке мы закрепили умение обозначать мягкость согласного звука с помощью мягкого знака и гласных е, ё, и, ю, я. Научились обозначать мягкость согласных звуков на письме. Телеурок. А теперь, ребята, Ахтан и Акылай просят вас, чтобы вы оценили свою работу. Если вы довольны своей работой, рисуем веселый смайлик. Если работали неплохо, довольный смайлик. Если было трудно, нарисуйте грустный смайлик. Вот и подошел наш урок к концу. Мы прощаемся с вами. До скорой встречи, друзья!